Я родилась в Архангельской области. Это село Козьмино. Недалеко, кстати, от Шииса, если... Ну, люди просто знают примерно, где Шиис находится. Вот. Теперь я могу говорить, что это недалеко от Шииса. Вот. Вот, а в Сыктывкар я переехала в 2004 году, когда мне было лет 13-14, не помню точно. Вот. Ну, по семейным обстоятельствам. Я поступила в университет на журналистику, в Сыктывкарский государственный университет, потому что я ничего больше не хотела в этой жизни, и сдавала я, получается, сдала литературу, там, русский, математику и все. Я поступила, и все годы университетские я хотела уйти. Просто каждый год я хочу уйти, я хочу уйти. Даже уже когда диплом был написан, я хотела, постоянно уйти, просто потому что это было не мое. Но меня там либо кто-то говорил, да ладно, попробуй там перевестись на бюджет сначала, посмотрим, может быть, это первый курс тебе не нравится. Там. Потом на втором курсе мне говорили, ты уже на втором курсе, как бы первый курс прошла, и так далее. Когда уже у диплома, конечно же, все уговаривают закончить. Вот, и я закончила. Когда нас распределяли на практику, и это были не первые курсы, а там какие-то уже последние, и в списке был там Юрган, было радио и какие-то там печатные СМИ. Вот. И, конечно же, все хотели на Юрган, потому что это что-то новое. То есть нас очень много учили всякому печатному, а на телеке нам хотелось хотя бы посмотреть, как это работает, то есть хотя бы увидеть. Вот. Но туда преимущественно брали мальчиков. То есть, мальчиков, да, было преимущество. Вот, и мне было так обидно. Я пошла на радио. Вот. Но это был такой интересный опыт, потому что я, получается, попробовала и печатное, и радио, и потом мы еще сами делали, не знаю, как это называть, можно ли назвать это телепередачей? Нет, это не телепередача, это интернет что-то. Хувиане, суперами пришибленные шерлокоманы. Так называют себя те, кто не может прожить без любимого сериала ни дня. Почему же некоторые готовы променять реальную жизнь на выдумку? Первое, что я помню, допустим, когда впервые мы что-то вообще снимали, это было в школе, когда мы с моей подругой снимали всякие пародии на голливудские фильмы, всякие там, на всякие ужастики и так далее. Мы просто брали ее камеру, у меня не было там ни камеры, ни компа, у нее был и комп, и камеру мы просто снимали. Я в основном, кстати, тогда я не снимала, а снималась, что странно. Но мне очень нравилось тогда, когда меня фотографировали, вот, и мы делали эти пародии, которые были в интернете. И мы относительно недавно, не знаю, сколько-то лет назад, обнаружили, что, оказывается, на Ютубе в открытом доступе лежали наши видео. Потом все закрыли. Вот, это было, конечно, забавно. И мне потом люди говорили, что Ир, ты же хотела снимать кино уже очень много лет, со школы. Я такая, что? Я хотела снимать кино? Вот. А так у меня бессонница. И когда у меня бессонница, я придумала, что я не буду лежать и страдать, потому что я уже не могла лежать и страдать. У меня вообще проблемы со сном. Я просто встаю и начинаю либо писать сценарий, либо придумать какую-то новую идею, то есть как-то пытаюсь воспользоваться этой ситуацией. И вот я как раз, эта идея была придумана, когда у меня была бессонница. Я такая, надо придумать все, надо снимать сколько можно. И я просто взяла и ночью, ночь, утро, вот это переходное время, я написала сценарий. Вот так пришла идея. Просто во время бессонницы. 2 девушки идут в поход на пляж. Они много разговаривают друг с другом и влияют на жизни друг друга, скажем так, если, не рассказывать, не спойлерить. С какими-то ребятами мы уже работали, то есть есть
какие-то люди, которые, ну, с которыми мы делали другие проекты. Это, допустим, Кристина Овсянкина, мы уже работали с ней на клипе в прошлом году, прям ровно год назад мы делали проект. Она тоже по костюмам тогда нас консультировала и вообще создавала все, вот этот грим и все прочее. Потом Ваня Нестерец, он просто полностью звук и музыку, все это он делает. С Наташей Белых мы тоже уже делали несколько проектов, я ее снимала. Вот, потом вот Саша Кузяева, которая вторая актриса, мы ее нашли просто через интернет, но я с ней была знакома до этого. И, ну, она откликнулась просто на сторис, я как бы кинула клич, как обычно это работает, я кидаю клич в соцсетях, такая, помогите, надо найти там то-то, то-то, надо найти сапоги, надо найти актрису, вот, и мы, собственно, ее нашли. Но остальные ребята также были найдены через клич в соцсетях. Когда мы пришли снимать на пляж, короче, я искала безлюдный пляж. Безлюдный пляж. Но на этом безлюдном пляже нам мешали люди. И это такой парадокс, и это так немножко раздражало совсем. Особенно, когда ты договариваешься с людьми, ну, пытаешься с ними договориться, точнее, чтобы они немножко там потише себя вели или ушли из кадра, потому что мы снимаем, пожалуйста, отойдите. Ну, можно же отойти, ну, пляж, он же большой. Хотя бы немножко в другую сторону. Нет, люди не хотели отходить. Ну, вот одни люди, они реально не хотели отходить, пока мы им не сказали, что ваша машина, ваши номера, там, и вы, ваши дети попадут в кадр, мы начинаем снимать. Они как бы сначала типа такие поворчали что-то там, а потом в итоге уехали тоже ворча, что сейчас они застрянут из-за нас, и мы виноваты во всех грехах. А потом вечером, когда мы уже вообще все просто были уставшие, актриса уже из последних сил, там еще такой монолог серьезный в конце, и, ну, уже вообще ни у кого, наверное, не было сил. Там люди, я не помню, они приехали или они уже там были, но они включили громко музыку. Фары, по-моему, тоже включили. Это вот фары мешали, музыка как бы, ладно, можно было еще переделать, но они сказали, ну, короче, там ребята пошли с ними договариваться, и они сказали, что они вот на час как бы отключат музыку. Вот, на часа было мало. Но они потом врубили музыку, я помню, мы снимаем Сашу, Саша идет по песку, и они врубают просто музыку, и мы такие, рэп. Мы сейчас планируем отправлять фильм на фестивале. Это вообще первый раз, когда мы сняли игровой фильм, и мы как бы не знаем, как действовать. У нас нет в Сыктывкаре людей, которые в этом разбираются, и поэтому, ну, хорошо разбираются, кто мог бы нам там помочь как-то. Вот, поэтому мы будем искать, на какие фестивали можно отправить, на какие фестивали подходит фильм, потому что, ну, есть фесты, ну, на конкретную тематику, есть там, которые требуют определенную продолжительность, там, допустим, ну, то есть разные требования в фестивале. Это будет банально так сказано, что типа идите и снимайте. Просто идите и снимайте. Но на самом деле это работает, если ты реально не... Ну, то есть можно много и долго думать, что ты хочешь снимать, что ты хочешь делать. Я много лет об этом думала, а тут такая просто... Хватит думать, просто иди и снимай. Но, ну, на самом деле нужно много для этого сил, и физических, и моральных, и нужна какая-то поддержка, может, внешняя, нужна какая-то минимальная техника, минимальный бюджет в любом случае нужен, потому что, наверное, надо там, ну, поесть, и я всегда про еду говорю почему-то, и что еще, там, допустим, на бензин, ну, то есть вообще по минимуму. Если хотите делать, если есть на это ресурсы, если есть, то просто идите и делайте, на самом деле. Конечно, я планирую снимать, у меня уже есть там разные идеи, я не знаю, буду ли я работать над этими идеями, или я придумаю что-то другое. Вот сейчас у меня будут там встречи по поводу, короче, не буду говорить, но я хочу прокачаться в плане режиссуры, потому что я понимаю, что, ну, я нигде не училась этому, я просто пошла и снимала.
И да, я хочу немножко знаний получить каких-то.